Всем здравствуйте! На канале Якутия-24 мы вам покажем. Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня мы в гостях у Марии Ним. Мария занимается изделиями, делает поделки, можно сказать, из фетра. Да? Материал фетр такой интересный, очень для детей очень такой приятный. Да? Мария, что мы сегодня будем делать с вами? Мы уже видим какие-то наглядные и ваши работы. Ну, сегодня добрый день всем. Сегодня я хочу показать мастер-класс, ну такой легкий. Будем шить игровой планшет для детей из фурнитур, материалов, которые у всех мам дома есть, и в магазинах оно продается открыто. Это из молний. В нашем случае это радужные молнии, которые, в принципе, очень интересные для детей. Можно изучить цвета, можно изучить цифры. Как радуга, да? Да, как радуга. Можно изучить травы, потому что здесь я еще заготовила вот трава и облако, и значит, солнышко тоже есть, в принципе, это как явление природы. Солнышко там. Ну и прежде чем приступить к самой этой работе, немножко хотелось бы с вами познакомиться. Как давно вы увлеклись этим хобби? Значит, я мама двоих мальчишек, старшему 15 лет, младшему 8 лет. И с рождением второго сына мое увлечение вот фетром берет начало именно вот с рождением сына. И как любая мама, я тогда как-то очень вдохновленная была, какая-то полна энергии, что ли, что-то создавать, как-то вот творческий какое-то начало я взяла, и тогда же еще был период такой яркий, интересные инстаграм-аккаунты, и очень многие мамы занимались каким-то хобби, творчеством, и я взяла оттуда прямо так заряд. И хотела что-то создать для своего ребенка. Вдохновилась, да? Тоже что-то делать. Да, что-то создать своими руками, игрушку. Вот. И любовь вот случилась именно фетром, потому что это такой материал для детей, очень мягкий, безопасный, долгосрочный. Долгосрочный, да. Да, потому что ее можно стирать, погладить, и она будет как новенькая. И ну, фетр, он такой материал, именно вот корейский, он гипоаллергенный. Вроде бы они такие яркие, да? Вот, например, здесь представлены цвета, вот, яркие, их много цветов, но тем не менее они очень безопасны. Это корейский фетр. Это корейский фетр, да? Да. Жесткий корейский фетр, они еще делятся на мягкие и жесткие. Ну вот на книжке я использую именно жесткие, а мягкие идут на большие объемные кружки. Мобиль можно использовать. Ну, вот это вот мой материал, с которым у меня получилась любовь, скажем, да. И начала вот именно шить игрушки для своего сына. И первой была игрушка. И, да, первая была игрушка, и как и любая мама, мне хотелось все отдать ребенку, да, все яркое, большое, интересное, но призадумалась, что эти игрушки для самого маленького должны тоже подходить по возрасту. То есть поэтому я призадумалась, и игрушки, они стали взрослеть именно параллельно с моим вместе с ребенком, да, вместе с ребенком, потому что первые это были мобиль, ну, когда вот на кроватку музыкальный мобиль. Потом были черно-белые картинки для развития сетчатка ребенка. Потом уже стала добавлять другие цвета, красный, желтый, зеленый, основные. Ну, а потом уже по мере взросления мы уже перешли на большие книги. Вот именно мое увлечение, оно берет начало именно вот для своего малыша, что-то создать. И все. А потом уже на своих племянников и все. Потом уже друзьям. И вот. Мария, сделай нам то-то. Мария, подари нам то-то, да? А мы здесь вот как раз видим, да, на примере можем показать. Такие прям, ну, развивающие, это же не просто, да, да, это же интерактивная книжка. И смотрите, здесь я взяла 3 размера, то есть есть совсем для маленьких детей, потому что я считаю, что формат книг
они должны соответствовать и возрасту ребенка. Это обязательно, потому что если мы дадим большую книжку малышу, который 8 месяцев, он не сможет поиграть. Он будет тяжелый, во-первых. Да. Не разберется. Да, и формат такой большой. А вот самый такой маленький, 10 на 10 сантиметров, это как раз для малыша маленькая книжка. Да, вот. Это вот первый размер. Второй размер вот тоже до 1,5 лет 15 сантиметров. А вот эта книжка, которую мы держим, это больше для старших детей, там, от 1,5 до 4 лет. Ага. Здесь использованы фетр и хлопок. То есть я использую только хлопок и фетр. Натуральный материал. Ну и потом есть, видите, да, пуговицы, разные фурнитуры использую, бусины, пуговки, липучки. То есть вот эти фурнитуры, они должны тоже соответствовать на возраст ребенка. То есть самому маленькому ребенку такие вот бусины, например, деревянные, да, конечно, опасно. Это опасно, потому что он может откусить, как раз режется проглотить. зубки, проглотить, оторвать. Ну, хотя вот с другой стороны я очень крепко закрепляю пуговицы. Это обязательно. Безопасность в первую очередь надо посильнее так, да, зашить. Ага, и все они вот подобного характера, да? Да, вот здесь они, да, на липучках. Это же как бы игра, в котором нет какой-то инструкции, да. И я сторонник того, чтобы, если мы даем какую-то игрушку, ну, в нашем случае книжку, надо в первую очередь обязательно поиграть с ребенком. Да, показать, что это, как она играется. А мы же хотим же отдать ребенку все, 15 минут тишины. Хочу там, чтобы там чай попить. Нет, надо в первую очередь, когда мы даем ему книжку, поиграть, объяснить, показать, а потом уже дать ребенку, и он может уже взять и делать по-своему, прятать, дергать. Вызвать интерес нужно сначала. А как вам приходят идеи, как рождаются? Ой, идеи, ну, когда... Очень красиво. Спасибо. Очень. Но идеи не приходят, если мы шьем. То есть идеи приходят, они в зависимости от интереса ребенка, от возраста ребенка. Это мальчик, девочка. Каждый, даже я спрашиваю, какая игра ему нравится ребенку, какая игрушка нравится, и воплощаем уже вместе с мамами, так скажем, да. И я сама, вместе с ребенком можно создать. У меня даже был такой проект, и одно время я сыну дала. То есть сын же со мной тоже выбирал. Ему очень нравился этот процесс вот вместе создать. Вот это тоже классный проект, когда мы вместе с ребенком что-то делаем, создаем, шьем. Он, в этом случае он выбирал фетры, материалы, бусины. И один раз я дала ему задание: нарисуй, говорю, несуществующее животное. Вот какое животное тебе хотелось бы, чтобы он существовал в мире? Придумать. И он придумал и нарисовал, ну, подобие. Тогда у нас был интерес к динозаврам, поэтому нарисовал как единообразное животное. И мы потом перешли на фетр. Давай вот фетры выберем, какой цвет. Ну, прямо вот оживили этот рисунок вместе с ребенком. Это был такой классный проект, процесс такой, да, вместе. Мне она очень понравилась, поэтому мы даже потом предложили моим подписчикам, скажем, да, вот как раз был День защиты детей, и мы собрали детские рисунки. То есть маму отправили, и мы выбрали 2 рисунка и оживили. И этот вот сам процесс оживления рисунка ребенка, это очень эмоции вообще. И очень надолго, на память еще останется. Это же вот его рисунок, и вот вместе с мамой мы как-то это оживили рисунок. Разработали проект, можно сказать, да? Вместе проект, выбирали фурнитуры, вместе шили. Вот именно взаимодействие вот дало нам очень много положительных эмоций. Ну и мы можем, в принципе, приступить, да? Как мы уже сказали, мы сшили замочки заранее, да? Да, вы сшили. Да. Значит, смотрите, сделали, то есть этот планшет, в принципе, почему я выбрала материал, он есть у всех мам дома. Самое главное здесь подобрать безопасные молнии, потому что бывает же молнии здесь такими острыми концами, их не должно быть, потому что не дай бог уколоть пальчиками ребенка. Вот. И вот молнии я взяла радужную и заранее заготовила. Они вот такие вот, они продаются.
в тканевых магазинах, свободный. И вот из нее мы сегодня попробуем сшить планшет игровой. Будет очень интересно. Вы их соединили? Да, мы их соединили друг к другу, радужные, да, красные и так далее, до фиолетового цвета. По очереди мы их сшиваем друг к другу, нахлёст друг к другу. И вот такая вот заготовка у нас красота уже получается. Уже понятно, да, что это радуга. Да. Так, и мы заранее подготовили основы. Основа у нас состоит из фетра. Вот он фетр. И укрепленные дублерином, воротничковый дублерин, чтобы он был плотный. Вот это чувствуете, да? Вот здесь простой вот фетр. То есть, чтобы держал форму. Склеиваете, да? Да, утюгом приглаживаем, она заклеивается и становится таким уплотненным материалом. Он будет удобный, как и картон. Двойной должен быть, да? Ну да, мы будем и заднюю часть фон тоже сшивать, поэтому 2 заготовки подготовили. Все, приступаем. Приступаем, да. Посмотрим. Так. С чего начинаем? Так, у нас, возьмем фон посветлее. У нас же небо голубое, скажем, да, поэтому мы вот этот фон не возьмем. Так, можно наискосок, можно прямо держать, как нам удобно. Наверное, вот так вот. Всё. И главное, вот эти вот, есть же железные вот концы, надо их тоже убрать. И чтобы игла не задевала, и ребенок, мало ли что, да, она может уколоть. Поэтому мы ее уберем. Отрезаем, да? Отрезаем, аккуратно. И лайфхак покажу вам, чтобы я отпариваю, как называется, да, зажигалкой проходится, чтобы нитка не отошла и не сможет даже заклеить. И с другой стороны то же самое. Так, нам надо сделать... Чуть приоткрыть, да? Приоткрыть замочки. Замок еще отрежем. Так. Таким образом. Можно их убрать, так как у нас мало времени, поэтому подбираем под цвет радуги нитку. Так выглядит аккуратнее. Можно и белые, в принципе. Оргмоменты. Ее закрепим иголками, чтобы она у нас не бегала. Так, должны закрепить иголками, да, чтобы у нас не двигался, да? По краям. Не двигались. При шитье, чтобы было удобно. Так, здесь снизу у нас заготовка. И такую вот травку сразу. И закроем снизу, чтобы мы понимали, чтобы ребенку дать понять, что есть земля, есть небо. На земле растет трава, а на небе у нас находится облако. Все, и сшиваем. Так, сшиваем мы по краям, да? По краям. Можно сделать отступ на 2 миллиметра. Здесь сдвигаем язычок, чтобы он нам не мешал. Все. Так, одна сторона у нас прошита. Так, теперь берем фиолетовую сторону. И меняем тоже нитку. Меняем нитку. Я люблю по цветам, чтобы все было гармонично, красиво, аккуратно.
А вы сказали, это корейский фетр, его где-то нужно заказать? То есть в Якутске у нас не во всех магазинах продается, по-моему, китайский фетр, но китайский он на любителя. Я бы, конечно, посоветовала бы для маленьких детей использовать именно корейский фетр. Ну, в Якутске он есть, я знаю, в магазине в Канитель, это где московские ряды. Я там знаю, видела. А я свои заказываю из Москвы. То есть не так. Рулонами я заказываю большими, поэтому удобно мне из Москвы. Так, здесь тоже мы меняем. И тоже отступ на 2 миллиметра от края. Ну, можно срезать, в принципе, без разницы. Так. Все у нас почти готово. И давайте мы снизу, вот сверху мы можем здесь, заготовка у нас было облако. Заранее я подготовила такое облако. И вот так вот мы закроем. Красиво? Красиво. Очень. Тут уже понятно, да? И здесь тоже сшиваем, да? Тут уже даже сверху этих молний мы аккуратно сейчас сшиваем этот, зашьем облако, и на них еще мы закрепим липучки для нашего солнышка и облака с каплей. Так, облако тоже у нас прошивается с краю, да? С краю, да. Сверху тоже отступ на несколько миллиметров. Тут надо быть аккуратным, чтобы иголка не попадала под облако, чтобы потом вытащить было удобно эти иголки. Вообще надо быть очень аккуратным с этими иголками, да, вот. Если забудешь, то это опасно. И вот так вот сверху мы закрепим. Сверху стежком. Тут у нас чуть-чуть вглядывает, что ли. Все. Облако у нас готово. Убираем иголочки. Все. Верхняя часть у нас это готова. Так, теперь мы приступаем к травке. Так, у нас получается, смотрите, все. И меняем нитку тоже на зеленый цвет. Можно, если фетра зеленого белого нету, то можно использовать ткань. Хлопок. Где-то вот здесь у нас было, да? Вот где здесь, как вот этот. Например. Да, чуть внутри положить рукав, вот для выпекания же есть. И тогда можно шуршащие, да, придумать шуршащую травку снизу. А как часто вы вот что-то делаете?
А, книга же, это мое увлечение же, да, больше сейчас хобби. И нехватка времени тоже, конечно, дает о себе знать. Я, когда шью, я отдыхаю. Мало кто это понимает меня, да, но я вот шью по вечерам, после работы. Я расслабляет это. Абстрагируюсь от рабочих каких-то вопросов. И таким образом меня мои домашние уже не трогают. Сын уже вырос. Если раньше он садился рядом и шил со мной вместе, то здесь уже... Да, мама, можно я принесу, я выберу там фетр, он мог говорить. Но сейчас уже понимаешь, что это мамин отдых, и меня не трогают. Никто вас не трогает. Да, меня никто не трогает. Я мама вот так шьет, сижу, мама отдыхает. Я отдыхаю. Таким вот образом. Здесь тоже закрепим. Вы всегда найдете, что можно пошить. Ага, есть. У меня вот хочу... Ой, проектов у меня в голове много. На самом деле, вот сейчас я очень хочу довести до завершения якутские сказки. Вы в процессе этого, да? Да, они в процессе выкройки готовлю, какие-то сюжеты готовлю, чтобы было интересно и чтобы не отходить от самой сказки тоже. Поэтому я пока вот там вот интересно в процессе, так скажем. Все. Травка у нас готова. Сверху у нас получается облако. Лишнее мы убираем. Здесь тоже убираем. Так, теперь... Мария, я знаю, что вы работаете в сфере психологии, да, вы психолог. И как-то вот ваше хобби и основная работа, есть какая-то связь? Да, потому что книжки, я детский психолог, то есть педагогический психолог, поэтому книжки, то есть вот понимаете, знаете, да, само что вот нужно развитие ребенку. по возрасту, вот здесь я нашла уже применение своей профессии, да, своей книжки. вам это помогло, да, наверное, помогло, да, поэтому и когда вот спрашиваешь у родителей, да, что любят, иногда так побаиваются такие вопросы, я вот объясняю, вот, потому что это вот очень важные моменты, да. Это может быть развивающие, это может быть коррекционные какие-то книжки, да, поэтому да. такие моменты очень тоже важны и нужны. И моя профессия, знание мое профессиональное, она, конечно, дает пользу в создании таких книжек. Так, берем, значит, белую липучку. Так, это вот мягкую сторону липучки. Липучка тоже, они в свободной продаже, они всегда есть. И детям очень нравится вообще липучка в целом. Их отлеплять, ставить, и сам звук, и вообще само вот... Да, я думаю, даже взрослым нравится. Даже звук взрослым нравится. Так, вот здесь мы закрепим 2 легкие липучки. И чтобы сюда у нас есть заготовки. Солнышко, облачко. Да, облачко, чтобы они были вот здесь. Можно придумать птичку тоже да, сделать, можно придумать птичку, можно молнию. Не молнию, молнию. Гроза. Ага. Да, можно облако. Меняется вместе, погода, да? Меняется погода, можно учить. Такой планшет примерно на какой возраст можно рассчитать? Так, ну такой планшет, наверное, от года. Полгода? От года. От года. Ну, можно даже с 8 месяцев, в принципе. Это же, ну вот такие вот молнии, они очень хорошо идут на развитие мелкой моторики. Это пинцетное хватание, это координация вверх-вниз. Тут молнию можно еще разнообразить задание, да, какую-то сделать, чтобы она сверху открывалась, а какую-то снизу, да, чтобы это тоже, чтобы немножко повышение тоже включить. Мышление, да, вниз, наверх тоже. Так, вот это берем. Так, одна сторона у нас готова.
Мне кажется, ваши дети с такой мамой, им повезло, и они, наверное, не засиживаются в телефонах, да? Ну, когда вот маленький, да, мы вот вместе шили и как-то вот время проводили вот именно как превращали как в игру. Давай сейчас соберем, ну, а потом уже вырос и все. Подрос. Хотя вот я очень сейчас замечаю, вот когда мы, это же очень классные развитие мелкой моторики, мышления, воображения, вообще творческое такое мышление. И сейчас я смотрю, когда ребенок мой собирает лего, особенно когда лего, там у него очень классные там фигурки получаются. Вообще в целом такие игрушки. Вот как повлияло, да? Повлиял мне. На развитие. Я вижу какие-то вот свои плоды, так скажем. Да. Так, ну теперь все у нас. Планшет почти готов. Его заранее мы приготовили такие вот заготовки. Они вот из фетра. Они липучке. заранее вырезаются, тоже прошиваются. Ну вот такие вот, да, прошиваются. И такие вот капли для старших детей больше подходят. До года они будут опасные, поэтому здесь, в принципе, можно из фетра сделать капли. Это вот чуть постарше. Такая красота. И все, мы соединяем. Все, и планшет у нас получается такой игровой. Можно внутри спрятать пуговицы, как у нас вот здесь. Здесь у нас, например, спрятаны пуговицы по цветам радуги. Пришиты. Пришитые, прочно пришитые с другой стороны. И с другой стороны надо закреплять еще ткань, закрепить на фетре. А вот эти вот слои между собой, так, ну вот здесь прошиваются тоже, да? Книги, они внутри, между страницами, там у них, я скажу, синтепон, а в нашем случае, в принципе, фетр, он сам плотный, поэтому не стала добавлять туда. Он и так будет сам держать. Ну, они сшиваются, да? По краям сшиваются. Тоже отступ. Ну, самый край. Отступ несколько миллиметров. И соединяем. А вообще фетр, он дорогой? Да. По цене, да? Корейский фетр, лист А4 стоит примерно, ну, сейчас с изменениями, наверное, 100 с чем-то. Всего один лист? Да, один лист. Ну, он того стоит. Китайский, конечно, чуть подешевле, но вот сейчас я вам покажу в сравнении изделия из китайского фетра и с корейского. Сейчас мы закончим. То есть по качеству, да? По качеству, конечно, Корея она выигрывает. Потом после стирки поглаживаешь, утюгом проходишь, и все. Он уже приобретает новый вид. Ну вот можно использовать на книжке разные фурнитуры. Один из них это пуговицы. Пуговицы тоже должны быть хорошего качества. Есть, но здесь у меня нету, есть такие китайские деревянные, не очень быстро ребенок может отравить, поэтому при выборе таких пуговиц они должны быть прочные. Яркие. Ну, яркие, да? тоже. Яркие, интересные, но безопасные. Хорошего качества лучше выбирать. Конечно. И фетр хотели показать китайский. Да, с китайским. Вот смотрите, это у меня планшет сшитый, когда сыну было 3 годика, что ли, мы шили такой вот планшет-колобок. Не видим, да, разницу. Это вот все сшитое из китайского. Да, вот если сравнить, да, например. Да. Она покрывается такими катышками, потом никак не уберешь. А здесь просто вот пройтись, вот такой вот ролик. И все. Почистил. Почистил, и все. Мария, вы сказали, что работаете сейчас вот над якутскими сказками, да? А еще какие
проекты у вас, может быть, за спиной или впереди? Ну, у меня есть еще с проектом оживления рисунка ребенка есть еще проект для мам. Я вообще сторонник для того, чтобы мамы сами шили своими руками. Пусть они будут стежки неровные, некрасиво шитые, зато это созданные руками мамы. Вот такой вот посыл сейчас у меня уже есть. Вот этот проект существует первый год, вот тот год. Мы шили с мамами вместе с сопровождением 3 книги. 3 мамы шили для своих детей. Вот, и были, которые сразу шили, то есть получают заготовки, и я их сопровождаю. То есть они шьют сами. Значит, я им советую, где-то поддерживаю. И были мамы, которые вот под Новый год, под елочкой положили книжку, созданную для своих. Вот они получили просто вот эти малыши, мамины книги. Да. Они же некоторые еще видели, как мама создает. Может, кто-то, по-моему, был вместе шили с малышами. То есть совместная такая работа, которая вот... Она же потом передается же, вот эти игрушки. Есть мамы, которые передали уже 3-м детям такие книжки. То есть это прямо семейный раритет, скажем. Да, но это навсегда, да. Прям на всю жизнь. Да, если мы выбираем хорошие фурнитуры, хорошую качественную ткань, материалы, то она будет служить долго-долго. Согласна. И маминым рукам. Вот такой вот у меня поддерживаю таких мам, которые сами начинают и спрашивают. Такой у вас сегодня посыл. Да, я всегда открыта к диалогу, советую и очень рада поддерживать такие инициативы. Отлично. Какая красота у нас получилась. Можно сюда уже спрятать. Как кармашек. Вот как. Тоже задание карман спрячь под. Да. За радугой спрячь там. Даже солнышко. Ну и как мы сказали, можно сделать тучку, да? С молнией. Да, можно выбрать цвет серый, что бывают тучи разного цвета, белые, серые, да, темные, голубые. Мария, спасибо вам большое за такой интересный, красочный мастер-класс. Я бы хотела вам пожелать развиваться в этом. Действительно видно, что вы горите этим делом, правда, от души делаете такую красоту. Ее, наверное, нужно как-то в массы, да? Масштабировать, да? Да. Желаю вот, чтобы ваш проект, над которым вы сейчас работаете, это якутские сказки, вы сказали, да, чтобы он успешно воплотился и все прошло так, как надо. И я думаю, что мы не раз еще с вами встретимся, было интересно, и я думаю, что мы еще с вами что-нибудь когда-нибудь сделаем. Удачи вам, успехов. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Творите, создавайте, делайте своими руками, занимайтесь вместе с детьми, и обязательно у вас все получится. До встречи в эфире.